Как-то раз в 1965 году, направляясь с семьей в отпуск в Акапулько, колумбийский журналист Габриэль Гарсия Маркес резко развернул автомобиль. Он попросил жену несколько месяцев взять на себя заботу о семье, а сам вернулся домой. Тогда на него внезапно снизошло озарение, положившее начало новой книге. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. В течение последующих 18 месяцев вслед за этими словами родится роман «100 лет одиночества», произведение, которому будет суждено вывести латиноамериканскую прозу на передние рубежи общемировой литературы, из-за которой в 1982 году Маркес удостоится Нобелевской премии по литературе. Так почему же роман «100 лет одиночества» считается столь выдающимся произведением? В книге предоставлена летопись счастливых моментов и невзгод 7 поколений Буэндиа. Роман написан длинными, распространенными предложениями. В нем много персонажей, и сюжет у него довольно запутанный. Поэтому читать книгу «100 лет одиночества» будет непросто. Однако роман вознаградит читателя масштабной панорамой страстей и переживаний своих героев, описанием гражданской войны, политических интриг, кругосветных путешествий и совершенно невообразимым количеством персонажей по имени Аурелиано. Но книга эта не простой исторический роман. «100 лет одиночества» является одним из самых знаменитых образцов литературного жанра, известного как магический реализм. В книге сверхъестественные события и способности героев описываются как обыденность, некая реальность жизни, а подлинные события и исторические факты, наоборот, предстают как полный абсурд. Необычные явления, происходящие в вымышленном городке Макондо, тесно переплетаются с реальными событиями, разворачивающимися в Колумбии. История начинается в селении, находящемся в некой мифической изоляции, в которой постепенно проникают события из внешнего мира, накрывая городок волной несчастий. Годы идут, герои стареют и умирают, возвращаясь в селение уже призраками или вселяясь в души своих потомков. Когда в город приезжает американская банановая компания, среди ее сотрудников оказывается механик, большой романтик, которого всегда окружают желтые бабочки. Молодая девушка взлетает и уносится прочь. Хотя сюжет романа построен на смене поколений, время в нем движется циклично. Многие герои имеют похожие имена и черты характера, присущие их предкам, чьи ошибки они часто повторяют. Странные, неизвестно откуда пришедшие цыгане пророчат стычки и расстрелы в ходе непрекращающихся гражданских войн. Американская банановая компания основывает возле городка плантацию, а в итоге расстреливает тысячи бастующих рабочих. Так в произведении отражены события банановой резни 1928 года. В сочетании с магическим реализмом история в романе предстает в виде порочного круга, из которого герои вырваться не в силах. За волшебством скрываются события колумбийской и латиноамериканской истории времен колониальной эпохи. С этими событиями автор был знаком не понаслышке. Ранние годы Габриэля Гарсия Маркеса прошли на период гражданской войны между консервативной и либеральной партиями Колумбии. Также он жил в Мексике при авторитарном режиме и освещал события государственного переворота в Венесуэле в 1958 году. Однако наибольшее влияние на Маркеза оказали его бабушка и дедушка по материнской линии. Николас Рикардо Маркес был героем Тысячедневной войны, участвовал в восстании против колумбийского консервативного правительства, и именно благодаря ему Габриэль Гарсия Маркес стал социалистом. В то же время бабушка Донья Транкелина Гуаран Коутс была очень суеверным человеком, чьи верования и легли в основу стиля романа «100 лет одиночества». Их маленький домик в Аратаке, в котором автор провел детство, стал прообразом Макондо. При написании романа «100 лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркес нашел уникальный способ повествования в самобытной истории Латинской Америки. Он смог описать непростую жизнь общества в постколониальную эпоху, в котором еще не зажили раны трагедий прошлого. Несмотря на ярко выраженный фатализм, в романе прослеживается луч надежды. В своей Нобелевской лекции Гарсия Маркес размышлял об истории Латинской Америки, полной гражданских войн и беззакония. Однако в конце выступления он выразил веру в возможность создания лучшего мира, в котором никто не будет решать за других, как им умирать, и где любовь будет подлинной, а счастье возможным, и где народы, обреченные на 100 лет одиночества, обретут в конце концов право на жизнь.